Глава 3. На другой день, поздно вечером, к нему в дверь кто-то позвонил. На пороге стояла маленькая, очень серьезная девочка. «Давайте знакомиться. Меня зовут Галя. Я работаю в детском театре. А меня зовут Гена. Я работаю в зоопарке крокодилом. А что мы будем сейчас делать? Ничего, давайте просто поговорим». Но в это время в дверь снова позвонили. «Кто там?» – спросил крокодил. «Это я, Чебурашка». И в комнату вошел какой-то неизвестный зверь. Он был коричневый, с большими глазами и коротким пушистым хвостом. «Кто вы такой?» – обратилась к нему Галя. «Не знаю», – ответил гость. «Совсем-совсем не знаете?» – спросила девочка. «Совсем-совсем. А вы, случайно, не медвежонок?» «Не знаю», – сказал Чебурашка. «Может быть, я медвежонок». «Нет», – вмешался крокодил. «Он не медвежонок. У медведей глаза маленькие, а у него здоровые». «Так, может быть, он щенок?» – задумалась Галя. «Может быть», – согласился гость. «Щенки умеют лаять», – ответил Гена. «Как?» «Вот так. Аф-аф!» – пролаял крокодил. «Нет, я так не умею», – огорчился Чебурашка. «Значит, я не щенок». «А я знаю, кто вы такой», – снова сказала Галя. «Вы, наверное, леопард». «Наверное», – согласился Чебурашка. Ему было все равно. «Наверное, я леопард». Леопардов никто не видел, поэтому все отошли подальше, на всякий случай. «Скажите, а если вы так и не узнаете, кто я такой, вы не станете со мной дружить?» «Почему?» – ответил Гена. «Все зависит от вас. Если вы будете хорошим другом, мы будем рады дружить с вами». «Правильно?» – спросил он у девочки. «Конечно», – согласилась Галя. «Будем очень рады». «Ура!» – закричал Чебурашка. «Ура!» И подпрыгнул чуть ли не до самого потолка. Глава 4. «А что мы будем сейчас делать?» – спросил Чебурашка после того, как все познакомились. «Давайте играть в крестики-нолики», – сказал Гена. «Нет», – сказала Галя. «Давайте лучше организуем кружок «Умелые руки». «Но у меня нет рук», – возразил Чебурашка. «И у меня», – поддержал его крокодил. «У меня только ноги». «Может быть, нам организовать кружок «Умелые ноги»?» – предложил Чебурашка. «Или умелый хвост?» – добавил крокодил. «Но у меня, к сожалению, нет хвоста», – сказала Галя. И все замолчали. В это время
Чебурашка посмотрел на маленький будильник, который стоял на столе. «А вы знаете, уже поздно, пора идти домой». «Да», — согласился крокодил. На самом деле он очень хотел спать. В эту ночь Гена, как всегда, спал спокойно, а Чебурашка спал плохо. Он не мог поверить, что у него появились такие друзья. Теперь Гена, Галя и Чебурашка почти каждый вечер проводили вместе. После работы они собирались у крокодила дома, разговаривали, пили кофе и играли в крестики-нолики. И все-таки Чебурашка не мог поверить, что у него, наконец, появились настоящие друзья. «Интересно», – подумал он однажды, «а если бы я сам пригласил крокодила в гости, пришел бы он ко мне или нет?» «Конечно, пришел бы», – успокаивал себя Чебурашка. «Ведь мы с ним друзья. А если нет?» Чебурашка снял телефонную трубку и позвонил крокодилу. «Алло, Гена, привет!» – начал он. «Ты что делаешь?» «Ничего», – ответил крокодил. «Знаешь что? Приходи ко мне в гости». «В гости?» – удивился Гена. «Зачем?» «Кофе пить», – сказал Чебурашка. Это было первое, что пришло ему в голову. «Ну что же», – сказал крокодил, – «я с удовольствием приду». «Ура!» – чуть было не закричал Чебурашка. Но потом подумал, что ничего тут особенного нет. Один друг идет в гости к другому. Он сказал крокодилу: «Только ты возьми с собой, пожалуйста, чашки, а то у меня нет никакой посуды». «Что ж, возьму». И Гена стал собираться. Но Чебурашка позвонил опять. «Ты знаешь, оказывается, у меня и кофейника нет. Возьми, пожалуйста, свой. Я у тебя видел на кухне». «Хорошо, возьму». И еще одна маленькая просьба. Зайди по дороге в магазин, а то у меня кофе кончился. «Ну что ж», – согласился Гена, – «я принесу все, что ты просил». Вскоре он пришел к Чебурашке. «Я очень рад, что ты пришел», – встретил его хозяин. «Только я, оказывается, совсем не умею варить кофе. Ты сможешь приготовить его?» Гена собрал дрова, развел маленький костер и поставил кофейник на огонь. Через полчаса кофе был готов. Чебурашка был очень доволен. «Хорошо я тебя угостил?» – спросил он крокодила, когда провожал его домой. «Кофе был очень вкусный», – ответил Гена. «Только, пожалуйста, если ты еще раз захочешь угостить меня, приходи ко мне домой и говори
чем ты хочешь меня угостить? Чаем, кофе или просто обедом? У меня дома все есть, и мне это будет гораздо удобнее. Договорились? Договорились, сказал Чебурашка. Он, конечно, огорчился немного, но все равно был очень доволен. Ведь сегодня крокодил приходил к нему в гости. Салам, русский! Орус тилин үйрөнүүгө арналган эң мыкты тиркеме. Бул жакта ар түрлүү темаларга арналган разговорниктер, эң керектүү сөздөр жана грамматика бөлүмдөрү. Тиркеме толугу менен бекер жана толугу менен кыргыз тилинде. Тиркемени Play Market'тен салам деп издеп таап жүктөп ал да орус тилин телефон аркылуу үйрөн.